Столица Якутии, Якутск, лыжня России. Мы находимся на зеленом лугу. Вот у нас вот зеленый луг, пойма реки. Сейчас мы туда проходим вместе с участниками. Участников достаточно много. Вот люди идут с лыжами. Девушки, вы покататься или поучаствовать? Участвовать. Участвовать? Да. Прямо так, да? Да. Это там же понимаю, по стартам, да? Да. Вы среди школьников будете, да? Да. Спасибо. Нас покажут на телевизоре. Вас уже показывают. Это целая команда, да, у нас? Да. Откуда? 13-я школа. Какая? 13-я. Физкультура. Культура. А вот специально вот лыжи вот натираете, да? Да. Чтобы скользило лучше. Ну, настроены на победу или на участие? Победу! На победу? Да. Победу, да. А давайте 3 раза. Лыжня России, ура! Крикните на счет 3. 1, 2, 3. Лыжня России, ура! Спасибо. России, ура! Это прямая, России, ура! прямая трансляция Округ ТВ. Вот у нас здесь участники готовятся. Вот я хотел бы знаменитость, которая недавно давал интервью Сахалайфу. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Праздником. А теперь можно вживую интервью? Прямая трансляция Округ ТВ. Представьте, пожалуйста, чтобы Филипп Евгений, вы же у нас исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. вот можете рассказать, вот у вас здесь лыжня Россия, Да. спорт, норма жизни, Республика Саха-Якутия. Я знаю, что вы постоянный участник, да. Сегодня, вот этот год, он чем-то отличается от других, на ваш взгляд? По лыжне России? Ага. Ну как отличается? Это 41-й уже, с 82-го года. Лыжню России начали в стране у нас проводить. В этом году 41-й раз проводится она. Несмотря на сложную ситуацию в стране, вообще и политическую, и по спецоперации на Украине, президент нашей страны Владимир Путин отметил, что лыжня России — это одно из важнейших мероприятий, которые должны проводиться независимо от условий. И она изменилась, вот на ваш взгляд? Сложнее стало, проще или как бы для народа, так скажем, для В участия? этом году, кстати, хочу отметить, что народу все-таки больше, чем в прошлом, позапрошлом годах. А то у нас уже это из массового праздника. Это вообще праздник лыжников должен быть. Это массовость. Первая задача должна быть массовость. Привлечение всех, не тех, кто тренируется профессионально, а все любители должны сюда выходить. А у нас здесь больше уже что-то идет в последнее время на профессионализм. В соревнованиях участвуют одни профессионалы, те, кто постоянно занимается практически на профессиональной основе. Ну а вы как И делят еще. Я любитель, я не профессионал, катаюсь так редко. И разделили, в этом году идет одновременно на ипподроме ЕГСХ и озере Сайсары. Зачем? Тоже не пойму. Должны были быть все, чтобы здесь было большое количество людей. Ну, может быть, из-за того, что там профессионалы. Да нет, профессионалы здесь. профессионалы все здесь. Все здесь. Но я смотрю, и школьники, и все разделены, все. А вообще, как настроение? Я вот школьников спросил, а они на победу настроены, а вы? Тоже. Сейчас час дня бегу в гонке руководителей. В прошлом году 4-м стал. В этом году посмотрим. Ну, правда, из-за занятости такой серьезной тренировался меньше, чем обычно. Сегодня они как бегут? Тут сколько? Вот 3-5 километров Ну, у в вас? зависимости от возрастной категории разные дистанции. Дети 2 километра бегут, Ага. постарше дети 3. До пятерки. Мы 5, До пятерки. а Десятки гонка нет. руководителей 3 километра. А вот такое тепло, которое сейчас настало, мешает гонке? Снег. Сейчас холодно. Вот прямо сейчас еще прохладно. Мы готовились, что будет более теплее. Ну, может, сейчас к обеду потеплеет.
Лыжи Не. даже подготовил градусов на 5. А сейчас На 5, холоднее да? чувствую, да? Не, ну вы же в час побежите, за час-то можно потеплее, измениться. да. Я к тому, что влияет ли Ну, если погода. таять не будет, то лыжи будут катиться хорошо. Вот на грани, по тайке самое скольжение лучше. Желудет, великолепное. Спасибо. Ага. А где прямой эфир-то? Это прямой эфир. Лыжи, я так понимаю. Здравствуйте. Вот один из молодых, самых юных участников, да? Стоишь? Ну, хочу участвовать. У тебя какие лыжи хоть? У меня были Нордвей. Нордвей. Вот мы видим зеленый луг. Якутия. Хорошо. Вот уже готовится открытие. Привет организаторам. Мы в прямом эфире. Лучшему журналисту. Много народу сегодня, мне сказали уже, да? Во многих регионах России Главный, вот, Матвей Иванович. Матвей Иванович, все больше сколько? Андрей, на старт самой массовой лыжной гонки России. ну самая массовая лыжная гонка и сегодня старт по республике, и все по улусам пойдут. А Где-то в прошлом году около 20 тысяч лыжников, живых лыжников вышло. Это штыки, как говорится, да? Вот. И в этом году еще больше будет. Поэтому мы радуемся Наряду с любителями на старт таким традиционно выходят мероприятиям, потому что спортсмены, сильной России нужны сильные люди, чемпионы и здоровые ветераны люди. спорта. Вот. Здоровый образ жизни, да. Меньше алкоголя, меньше табака, а больше вот таких занятий физкультурой и спортом. Это жить и трудиться помогает. Вот так. В связи с тем, что мы в прямом эфире сейчас, вот представьте, чтобы наши зрители видели и знали, кто, с кем я Ну, разговариваю. я вот пропагандист здорового образа жизни, всю жизнь воюю против алкоголя, табака. Сейчас руковожу спортивной наукой. Лыткин Матвей Иванович, как кандидат педагогических наук, Центр спортивной подготовки сборных команд республики. Вот, сейчас участвуем, будем принимать участие. Готовились к этому соревнованию. Вы 3 километра среди 3 километра, да, среди руководителей. Ага. Раз. Будем стараться. Вот главный судья. А? Главный судья, ему вопрос. Альбер Иванович, Округ ТВ, прямая трансляция. Сегодня сколько Точно участников? пока не могу, пока еще регистрация не закончилась. А ну предварительно. Ну, предварительно где-то 1000 человек пока. Пока, да? И на сегодня на что вы надеетесь и какой хотите получить результат? Ну, мы надеемся, что у нас будет более-менее, то есть более массово выйдет народу, особенно горожан, потому что у нас не только здесь проходят массовые лыжни, а у нас проходит на ЕГСК на ипподроме и еще на Сайсаре, где проводится ВФУ. Поэтому люди, конечно же, в основном здесь будут. Самый последний забег у нас мужчины и женщины стартуют. Это профессионалы. Да, у нас здесь есть мастера спорта, там я вот 2 мастеров спорта видел пока, но может еще прибавится. Не знаю. Некоторые подъезжают только, некоторые по времени подходят, поэтому у нас начинается 12:30 старт, и последние у нас будут стартовать, значит, 2:35, поэтому люди подходят к своему старту, например, да, и вот здесь их не будет, и они подойдут, даже регистрация у нас где-то в часа может закончиться. Поэтому я не могу точно сейчас сказать, сколько. А можно подходить во время, и до скольки это можно смотреть, может даже просто подбодрить своих поболеть. Конечно, вот у нас там свободно можно пойти по трассе, с краю там дорога есть, поэтому для зрителей очень удобно. Место располагает. У нас здесь дистанция 500, 1000 метров, 2000 метров, 3000 метров, 5000 метров. Поэтому, да.
А можно вот для наших зрителей главный судья соревнований и вот ваше звание, фамилия? Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Трофимов Альберт Иванович. Спасибо, спасибо. Бессменный судья. Бессменный. Это вы... Да. Не, ну мне сказали, на это... лыжне России, на дне бега, дне ходьбы, я всегда главный судья. Ну, всего было старших лыжней России 41, да? Нет, ну это по России. Да. А у нас в Якутии А у нас здесь 11. сколько? 11. 11. Хорошо, спасибо. Юные участники. Какой-то школы, да? Какой? Кулакинская. Кулакинская. А можно крикнуть прямой эфир «Лыжне России, ура!» на счет 3? «Лыжне России, ура!» Раз, подождите, я скажу. Раз, два. Россия, ура! Это у нас какая школа или это? Городская классическая гимназия. Гимназия, да? Да. Сколько у вас сегодня участников будет? Так, рада. 10. Вот, с нами. И готовы на 2 километра или на сколько они побегут? Так, девочки и мальчики 2000 на каком году? Старшие по 5 километров. Ну, мне сказали, профессионалы побегут на 5, да? Да, Профессионалы побегут на 5. да. Вы участвуете, нет, на среди профессионалов? Я руководитель. Как руководитель? Сейчас будет дан старт соревнований, ну. Василий Тимофеев, Воздомов. Брать пили они, Так, у нас здесь технические неполадки.